Счастье в каждый дом. Акция с таким названием прошла в столице Якутии. Волонтерское движение «Помоги выжить» организовало новогоднюю ярмарку, где любой желающий мог выбрать себе домашнего питомца, рассказывает Дмитрий Тымыров. Кристина Тищенко с сыном питомца пока не выбирает, хотя мальчик давно мечтает о котенке. Мама все же беспокоится, ведь у ребенка аллергия на животных. Подобные мероприятия посещают, чтобы постепенно приучить организм к пушистым четвероногим. Без питомца дом неуютный, уверена Кристина. И, конечно, у нас такое случилось, потому что у ребенка аллергия. Но мы сейчас лечимся и планируем в будущем все-таки взять обязательно кошечку, котенка. Подобные ярмарки в пристройке домашних животных волонтеры движения «Помоги выжить» проводят в Якутске не первый раз. Они создают все условия, чтобы люди согласились взять питомца к себе домой. Каждое животное полностью готово к новой жизни в семье. Будущим хозяевам остается только выбирать себе друга и дать ему кличку. Да, у всех наших подопечных есть ветеринарные паспорта. Животные все проглистогонены, обязательно вакцинированы. Все животные у нас стерилизованы, кастрированы. Если котят отдаем, то обязательно с условием стерилизации и кастрации. Также участники ярмарки могли проконсультироваться со специалистами по вопросам стерилизации, вакцинации и всего, что связано с содержанием домашних животных. В зимнее время работы волонтеров прибавляется. Питомцев оставляют на улице при переезде из дач в городские квартиры. К тому же в холода пункты передержки переполняются из-за пострадавших и замерзших животных. Очень часто также, особенно в зимнее время, собак сбивают на улицах, кошки обмораживаются. И по подъездам в основном, потому что люди у нас тоже довольно-таки злые. Иногда бывает и могут пнуть, допустим, пихнуть как-то животное, соответственно, животное травмируется. Только за это лето волонтеры смогли пристроить более 40 бездомных животных. Поскольку определенного помещения у них нет, многие разбирают брошенных собак и кошек на передержку по домам. Поэтому желающие могут найти добровольцев в социальных сетях по хэштегу «Помоги выжить». Также в волонтерском движении всегда будут рады любой помощи в виде корма, наполнителей и лекарств. Дмитрий Тымыров, Иван Яковлев, Григорий Охлопков, Якутск.